Национального театра. Мы сегодня с вами совершим небольшое путешествие в мир коми-национальных инструментов, коми-народных песен и коми-народных танцев. Я очень подробно буду рассказывать о всех инструментах, которые вы сегодня увидите и услышите. Я вам расскажу, кто этот инструмент сделал, когда был сделан инструмент и из чего был сделан инструмент. В самом начале мы исполним небольшую музыкальную картинку на наших инструментах, а вы внимательно послушаете, и после того, как мы закончим номер, вы мне ответите на несколько вопросов. Ну, а теперь вы мне скажите, кого вы услышали? Птиц, еще кого? Реку, речку, да? Дятла, правильно. А все это, ребята, вместе где происходит? В лесу, правильно. В самом начале кто-то из вас мне рассказали, что мы изображаем на этом инструменте. Ручеек мы изображали, реку изображали вот на этом инструменте. А вы знаете, как называется вот этот инструмент? Я знаю. Как называется? Жиль-жоль. Правильно, этот инструмент называется жиль-жоль. Давайте повторим. Жиль-жоль. Но я вам расскажу, как этот инструмент произошел. Однажды охотник заночевал в своей лесной избушке. Проснулся ночью вот от такого шума. Подумал, что это может быть. Вышел из избушки, обошел все вокруг и никого не обнаружил. И вдруг увидел, с кончика мха с крыши свисают сосульки. И под дуновением ветерка стоит нежный мелодичный звон. Он, как человек мастеровой, пришел домой, вырезал из еловых веточек вот такие палочки и сделал вот такой инструмент в виде петушка. И назвал его, как вы уже все вместе сказали, жиль-жоль. А вот этот инструмент у нас кого изображал? Дятла, правильно. Но этот инструмент тоже бытовой. Кто из вас знает, что этим инструментом раньше наши бабушки делали? Правильно. А еще что делали? А еще гладили. Раньше не было стиральных машин, ни утюгов. Сперва на речке вот этим инструментом белье отбивали, а когда белье высыхало, наматывали на палку и вот так гладили. А чтобы веселее было гладить, здесь делали небольшое отверстие, кидали туда горошек, дробинки. Слышите, ритм создавался. Можно было под это или песню спеть, или какой-нибудь танец станцевать. И называется этот инструмент щеропалич. Повторим. Щеропалич. А вот этот инструмент у нас кого изображал? Есть в этом зале настоящие охотники. Утка. Утка, правильно,
сказали. На этом инструменте мы изображали утку. Но это тоже бытовой инструмент. Сейчас я покажу, что этим инструментом делали и делают до сих пор. И вы все догадаетесь, особенно этот инструмент у нас любят девочки. Ой, артисты приехали, надо быстренько расчесаться. Расческа, деревянный гребень. Но мастер нам усовершенствовал, сделал сюда небольшую перепонку, чтобы можно было не только расчесываться перед зеркалом, но и изображать различные звуки. Утку мы уже слышали, а сейчас. Видите, да, видите, а вот так. И называется этот инструмент сыном. Сыном. А вот этот инструмент у нас кого изображал? Кукушку, правильно. И сову. Нет, сова другой инструмент, мы еще до совы дойдем. Вот этот инструмент изображал кукушку. А вы знаете, как называется этот инструмент? Эти инструменты называются чипсоны и пеляны. Повторим, чипсоны и пеляны. Чипсон от пеляна отличается тем, что чипсоны маленькие, внизу такой высокий, пеляны они побольше, у них такой срез под углом, и зуб такой глубокий и низкий. У нас даже вот какой пелян есть. А вот на этом инструменте мы изображали филина и сову. Называется этот инструмент пупелян. Повторим. Пупелян. Вот под этот инструмент пупелян наши девушки споют и станцуют коминародную песню «Я по лугу шла, башмачок нашла». Кто из вас зимой ходит в валенках? Поднимите руки. Кто ходит в валенках? Я сам люблю зимой ходить в валенках, потому что в них тепло. А вы знаете, из чего делают валенки? Из шерсти. Правильно, из шерсти. А чтобы шерсть была мягкая, значит валенки теплые, пушистые. Для этого раньше брали вот такой инструмент. На что он похож? На молоток. Это ж какие гвозди должны быть, это молоток. А еще на что похоже? А на ковш похож так? По-татарски. На гитару может быть. А вот посмотрите, что это за емкость? Бочка, правильно. Брали вот такую бочку, ставили сюда палку, натягивали жилку и вот так делали, чтобы шерсть была мягкая. Можно даже было спеть. Блем-блем-блем-блем-блем-блем-блем. А давайте вместе. Блем-б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 лем. Ну, кто как умел, так и пел. И
И называется этот инструмент лечанвуж. Лечанвуж. Ребята, у кого из вас есть в деревне бабушка с дедушкой? Вы к ним в гости летом ездите? А вы видели у них большую русскую печку? Вот, вы на нее поднимались? На печку поднимались? Там тепло. А вот когда спускаешься в погреб, там страшно. Между печкой и стенкой дедушка натягивал вот такие железные струны. И на выходные устраивал бабушке целый концерт. Но мы не могли привезти бабушку с дедушкой, печку со стенкой. Поэтому мастер нам сделал такой маленький компактный инструмент. И назвал он его брунган. Брунган. Вот под этот инструмент брунган. Под лечанвуж. Под наши чипсаны, беляны. Мы вас сыграем вступление к нашему спектаклю. Спектакль называется «Керчаю Кыжай». Но мы инструменты чуть-чуть настроили, потому что они такие же старые, как бабушка с дедушкой. Очень быстро расстраиваются. Представьте, что вы находитесь в тундре, кругом лежит снег, олени пасутся, где-то далеко-далеко волки воют. А посередине тундры стоят чумы оленеводов, где они живут и поют песню тундры. Метель, слышите? Сейчас снег пойдет, не замерзнете? Замерзли? Сейчас мы покажем еще один инструмент. Посмотрите, на что он похож. Защищайтесь, сэр! А вот так. На шляпу, да? А вот на миску похоже, на обед вам дают такую миску? Ребята, так это же тазик для бани. Вы бывали в бане все? Похож на тазик бани? А вот теперь посмотрите, что у нас высоко светит. Солнце, правильно. Вот этот инструмент в виде солнца называется бубен. Бубен. Это настоящий шаманский бубен. У нас в гостях был шаман из Мурманска и привез вот этот инструмент нам в подарок. Вот под этот инструмент бубен, под брунган, под наши чипсаны и пыляны. Мы вас сыграем вступление к нашему другому спектаклю ужасов. Не испугаетесь?
Не испугались? А сейчас мы вам споем, сыграем и станцуем очень популярную детскую песенку у нас в республике. Называется эта песня «Козье, козье».